Would you be the preacher? Would you be my? It's the dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Всем привет, меня зовут Рома, и это мой видеообзор на набор Лего Артикул Контроль 75103 Транспорт первого ордена. Год выпуска этого набора 2015 год, а средняя рекомендованная цена этого набора 6499 рублей. В этом наборе присутствуют 7 минифигурок и одна постройка. Рассмотрим коробку. На коробке есть ограничитель с 9 до 14 лет, артикул и оригинальное название этого набора. Также есть силуэт Лего, Звездные войны и новый силуэт 2015 года и 7-го эпизода Звездных войн. Это Кайло Рен. Внизу показаны все 7 минифигурок, тут логотип Дисней и экшн-сценка. Сзади показана экшн-сценка и функции этого набора. Также показано оружие, которое включает в себя этот набор. Коробка и все, переходим к набору. Первая минифигурка — это девушка, солдат сопротивления. У нее имеются принты спереди и принты сзади. Также из оружия у нее бластер. Следующая минифигурка — это мужчина, тоже солдат сопротивления. У него имеются принты спереди, принты сзади и также бластер. Следующая минифигурка — это солдат первого ордена. Их в наборе 2. У него имеются принты спереди, принты сзади и на штанах. Также у него просто офигенная маска и обычное лицо, как у всех штурмовиков 2014-2015 года. Также сзади есть цистерны, где он переносит огонь, а из оружия у него огнемет. Следующая минифигурка — это штурмовик первого ордена. У него имеются принты спереди, принты сзади и принты на ногах. Также очень классная маска. Из оружия бластер. Ну и самая крутая минифигурка этого набора и вообще теперь в моей коллекции — это Капитан Фазма. У него имеются принты спереди, также принты сзади и на ногах. Из оружия бластер, практически как у штурмовиков. Черное лицо и сзади плащ. С минифигурками все, переходим к набору. По своему виду транспорт очень детализирован, мне он очень понравился. И несмотря на свои небольшие размеры, у него довольно-таки классные функции. Первая функция — это двери. Они не сделали, чтобы открывать как-то так, даже так не откроешь. Чтобы их открыть, надо потянуть сзади. Также тут есть два фонаря, которые освещают путь. Ракетки и пушка с пимпочными выстрелами. Также сзади имеется 4 мощных двигателя, дизайн которых мне очень понравился. Далее тут есть небольшой отсек, в котором может поместиться штурмовик. Также вот эту основную кабину можно открыть. Там довольно много места. Ну и еще одна очень классная функция. Если мы покрутим, то тут будет Капитан Фазма. Передвигается этот транспорт на колесиках. Вот, кстати, сам механизм. Набор мне тут очень понравился. Ну а теперь вывод. Цена. Цене я поставлю плюс, потому что если вы подумаете, что сильно маленькая коробка или сама постройка сильно маленькая, то возобновляет все механизмы. Несмотря на небольшой размер постройки, там напихано много механизмов. Сборка. Сборке я поставлю плюс. Несмотря на то, что этот набор большой, тут наклеек было вообще очень мало. Детализация. Детализация я поставлю плюс, потому что мне понравились вот эти вот штуки, двигатели и двери. Минифигурки. Минифигурки тоже плюс, потому что минифигурки просто офигенные. Вид я тоже поставлю плюс, потому что он довольно сильно схож с оригиналом. Ну и последнее, вместимость. За вместимость я поставлю большой плюс, потому что мне реально понравилось, что тут реально много места. Потому что бывают какие-то огромные наборы, и там места вообще нет, такие как Slave. На этом мой обзор подошел к концу. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был Рома. Всем удачи, всем пока.